Какую работу сотрудники Государственной инспекции по карантину растений проводят на границах? Какие меры позволяют предотвратить проникновение в страну всевозможных вредителей сельхозкультуры и возбудителей заболеваний? Об этом будем говорить с начальником службы Аркадием Джинджи. Он у нас в студии сегодня. Аркадий Чичикович, приветствую. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Наверное, начнем разговор с того, как ведомство работает на границе, какие меры предпринимаются вами, чтобы предотвратить проникновение в страну всевозможных вредителей сельхозкультур. Вы знаете, на государственной границе представлены наши государственные карантинные фитосанитарные инспектора, которые несут службу круглосуточно. В их компетенцию входит проверка всех грузов, которые поступают из-за границы растительного происхождения. И проверяют все имеющиеся документы, допустим, сертификаты, что данная продукция очищена от вредителей и болезней. Но помимо того, что они смотрят все соответствующие документы, опять же, они визуально обязаны проверять. У них глаз набит, профессионально работают, и поэтому, если они сомневаются в том, что какие-то сомнения, когда возникают, в этом случае отбирают образцы и отдают в лабораторию. У нас там есть экспресс-медлаборатории, где работают наши сотрудницы. В этом случае они оперативно смотрят, если что-то, если обнаружат, тогда нужно будет, конечно же, если опасный вредитель или карантинного характера, или болезни, карантинные болезни, в этом случае товар подлежит возврату. Но за все вот это время моей работы у нас, в принципе, не было, так, в общем-то, в таких грузах к нам проходили какие-то опасные вредители или карантинные объекты. Не было такого случая. Бывали единичные случаи, когда маленькие, допустим, проводили частные. В этом случае были, когда мы возвращали этот груз. Но, в принципе, чтобы у нас не было никаких проблем из-за границы, когда поступают все подкарантинной продукции растительного происхождения, мы обязаны проводить фумигацию независимо от того, что там, проведены, очищены сертификаты, показывают, но для Вы со своей стороны тоже должны? Со своей стороны должны. Это должны. Но делаете ли? Но, к сожалению, мы закупили, сейчас у нас КПП Ингу, мы поставили фумигационную камеру. К осени мы собираемся тоже найти место и поставить фумигационную камеру на КПП ПСОВ. В этом случае мы будем более спокойны в том, что если мы проведем фумигацию, мы заказали уже, должны получить до осени генератор холодного и горячего тумана. Там будут соответствующие препараты при прохождение груза, допустим, любой посадочный материал, любая продукция, которая подлежит, если мы сомневаемся в том, что там есть какие-то вредители, в этом случае мы проведем фумигацию. Тогда мы уверены в том, что весь материал не составит проблем. Какая продукция особенно несет в себе риск? Это саженцы, это какие-то плодовые или что? Вы знаете, в основном это, конечно, саженцы, потому что там в корнях, в почве может содержаться какие-то такие вредители, которые, в принципе, даже, были случаи, не могу не сказать. Я не хотел бы, конечно, это расширенно все объяснить о том, что когда Олимпиада была, вы же понимаете, появление огневки связывает как раз с этим. Хотел я и сказать. Конечно же, мы потеряли самшит практически. Я лично участвовал тоже в обработках. Там комитет по экологии, Государственная инспекция по карантину растений и также защита растений. Мы тогда, 15, 16, 17 года, конечно же, огромную работу проводили, но, к сожалению, если я хочу сказать, чуть поздно начали проводить обработки. Это нужно было чуть раньше.
Ну, как-то так. Ну, то, что получилось, случилось то получилось. то, что случилось, но теперь, я думаю, будем более бдительными. Вот да, наверняка. новые вредители появляются, но как быстро нужно начать вот все-таки, учитывая опыт Огневки, вот все, что мы... Я хочу сказать, что на данном этапе мы, на самом деле, наши карантинные инспектора, фитосанитарные карантинные инспектора, которые находятся на границе, они ведь помимо того, что там всю продукцию проверяют, и к концу весны и все лето проводит мониторинг в 3-километровой зоне. Что это значит? Это территория, которая прилегает к границе, потому что поток туристов, машин и так далее могут быть, через них может пройти, допустим, гусеницы или еще какие-нибудь, как раньше это бывало. В этом случае идет проверка в 3-километровой зоне. Помимо этого, значит, наши инспектора, это внешний карантин, есть еще внутренний карантин. Они привязаны ко все районы, допустим, Республики Абхазия, начиная от КПП ПСО до КПП Ингур, работают наши инспектора во всех районах, во всех населенных пунктах по схеме. Работают они, проводят обследования и отбирают образцы. Естественно, они передают в фитосанитарную карантинную лабораторию республиканскую. Там проводят анализ, если где-то что-то обнаружили, естественно, мы даем рекомендации, то есть наша организация дает рекомендацию, что с ним делать, если, допустим, вредители или болезни, опасные вредители, да, бывает всякое, да, в этом случае дают рекомендации соответствующие, где они обнаружили. И, ну, мы сами не участвуем в обработках. Мы даем рекомендации. Это наша обязанность находить болезни, вредители и дать рекомендации в тех районах, у кого там теплицы есть. Да, я еще хотел сказать, что в республике сейчас очень много тепличных хозяйств. Как контролируете? Да, мы, само собой, мы, конечно, контролируем. Там есть, опять же, программа, которая в месяц раз ездит, даже и чаще бывает, по необходимости, ездит, проверяет все тепличные хозяйства. Естественно, томаты, огурцы, допустим. Ну, в данном случае сейчас, ну, клубника, ну, к сожалению, в этом году продукции очень мало. Мы и это тоже проверяем. А сегодня, в принципе, если говорить о том, что сколько продукции прошло, я забегаю наперед, хочу вам сказать. Да, вы хотите поделиться с нами данными по экспорту, потому что по экспорту. Но сейчас я они должны получить сертификат ваш, чтобы вывести продукцию. Приблизительно хочу вам сказать, что да, не так уж много по сравнению с прошлым годом. Клубника где-то прошло у нас 11 тонн. Да, 11 тонн, это, конечно же, очень мало. Томаты, это я с начала года говорю о том, что там томаты... Вы говорите мало, но по сравнению с прошлым годом, чтобы понимать... Да, я сравниваю, да. Ну, в прошлом году больше было. Ну, у нас Насколько? Есть еще... Ну, сейчас я не могу в цифрах, конечно. Ну, намного больше было в прошлом году. Почему-то так случилось. А в этом году, ну, конечно, мы надеемся, что идет уже чуть дальше. Я думаю, что все-таки прошлый год мы догоним, наверное, в поставках отсюда, не из Абхазии, в Россию клубники. Помимо этого, там, сейчас я хочу сказать, что, да, ну, орех, само собой, проходила, потом о цитрусовых я не буду говорить, потому что это уже всем известно, что около 35 тысяч тонн в этом году прошло, не в этом году, в сезон, собственно говоря, да, ну, за прошлый, вот сейчас январь-февраль, мы там считали, где-то 35 тысяч тонн прошло. То есть по всем показателям какой-то спад наблюдается, как я понимаю, по экспорту, чуть-чуть или спад, наоборот? Именно, что касается овощных культур, вы понимаете, есть спад. Ну, я думаю, что все-таки, ну, это, может, погодные условия там и так далее, но сейчас я думаю, что все-таки через месяц и так далее, ну, будут какие-то изменения, мне кажется, в лучшую сторону. Аркадий Чичикович, вот вы сказали, что будет на границе с Грузией, у вас установлена техника, и планируете по реке Псоу тоже. А в последнее время в связи с тем, что разрешили ввозить саженцы из территории Грузии, увеличивается нагрузка? Как вы это восприняли? Ну, мы-то, вы знаете, мы готовы. На самом деле у нас есть инспектора, тоже аналогично КПП Псоу, на КПП Ингур у нас изначально тоже там стояли работы, и там тоже у нас есть... То есть ничего не изменится? Нет, у нас
нас нет проблем, есть специалисты, есть соответствующее оборудование, так что мы на самом деле готовы. Ну, есть профессиональные инспектора, которые, в принципе, давно уже работают, и у нас работа соответствующая проводится. То есть там у нас не будет никаких таких проблем. Ну, к сожалению, пока граница так не открыта, чтобы могли завозить, когда нужно и сколько нужно и так далее. Пока еще немножко так вот. Вопрос требует, видимо, подготовки. Да, подготовки, да. Хорошо, а вот вы говорите, что осуществляете контроль, но это касается только крупных партий, или вот, например, если человек в ручной кладе что-то везет, семенной или посадочный материал без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Вот, например, я перевожу через границу там, из России, из Грузии, допустим, буду везти или что-нибудь. Вы знаете, на самом деле, что касается семенного материала, это запрещается. Обязательно должно сопровождаться сертификатами. Потому что иначе у нас по правилам запрещено. Но что касается просто, допустим, продукты, имеется в виду цитрусовые или фрукты, ну, Россия установила, если раньше до 50 килограмм было без сертификата, а сейчас выше до 5 килограмм, а свыше 5 килограмм требуют сертификат, и без этого не пропускают. Выше 5 килограмм не пропускают. Но и к нам тоже мы, в принципе, что касается, опять же, повторюсь, возможно, запрещается ввоз семенного материала без соответствующих документов. То есть даже если 2 пакетика семян я везу? Ну, вы понимаете, 2 пакетика может, вы знаете, вот вы вместе с семенами привезти какие-то вредители болезни. Возможно. Ну, мы же сейчас не говорим, но это мы обязаны, в принципе, вот где они берут, они им должны дать то, что необходимые документы, которые, ну, в сопровождении, они должны быть по-любому, неважно, там 2 пакета или килограмм, или тонна. А мне интересно, как вы сотрудничаете с российскими коллегами вот в плане работы? Вы знаете, у нас очень хорошие дружеские отношения. На самом деле это видно было, когда у нас 30-летие было. Вот в этом году, ну, в прошлом году, вернее, в ноябре месяце. 30 лет мы уже работаем в год карантинной инспекции. И были приглашены с Россельхознадзора, с Министерства сельского хозяйства, ну и филиал, который сочинский и краснодарский. Ну, у нас идет дружеские отношения, хорошие, прекрасные отношения. Помимо того, что у нас есть словесная договоренность, пока, по крайней мере, допустим, наши инспектора или же в лаборатории, сотрудники лаборатории, будем отправлять, допустим, около 10 сотрудников по обмену, ну, повышению квалификации. Естественно, в России, в Москве, в частности, Государственный институт карантина растения, он огромный, есть чему поучиться, на самом деле. Вот есть необходимость в этом. Я не говорю о том, что наши сотрудники, конечно же, они образованные, но у них оборудование и все остальное, они на несколько шагов, естественно, вперед пошли. У нас есть необходимость, конечно, вот в повышении квалификации. Мы над этим работаем. На самом деле, хочу сказать, что еще в 2019 году мы должны были заключить правительственное соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Документы все уже были готовы, там около 10 пунктов. Но я сейчас не буду я зачитывать о чем, что мы хотели. Дело в том, что все подписано, все подготовлено было, и я был делегирован за Кабинет Республики Абхазия, подписание этого соглашения. Но, к сожалению, пандемия помешала. Ну, пандемия прошла, но мы сейчас вот как раз хотим возобновить. В этом году, возможно, будет подписание этого соглашения. Это соглашение очень много нам даст. Давайте подробнее, просто, если можно, как изменится работа ваша благодаря этому соглашению? Ну, вы знаете, возможно, и будут совместные какие-то, допустим, программы. Естественно, конечно, у них опыт большой. Или касающиеся, допустим, работы
государственной карантинной инспекции, фитосанитарной, допустим, повреждениям, по болезням и так далее. Это много тут моментов. И на самом деле там мы предусматривали, естественно, допустим, ежегодно, да, вот по обмену опытом наши спокойно мы могли бы послать в Россию. Да, то есть один из главных пунктов — это обмен опытом с российскими коллегами. Помимо этого, может быть, в плане гармонизации законодательства? Да, вот в том-то и дело, что, в принципе, у нас, вот, в принципе, честно, я хотел громко говорить об этом, но немножко мы отстали. Мы по гармонизации, мы должны уже работать на опережение, уже должны работать. Немножко есть какое-то упущение, но мы хотим это все-таки вот буквально, попытаемся быстро этот вопрос согласовать и организовать встречи для того, чтобы все-таки подписать это соглашение. Позволит ли это соглашение упростить, допустим, бизнесу при экспорте продукции из Абхазии в Россию, вот эту процедуру? Вы понимаете, на самом деле я хочу вам сказать, что наша вот карантинная инспекция, государственная карантинная инспекция, в принципе, мы отвечаем, допустим, вот та продукция, которая у нас будет вывозиться из республики в Россию, мы отвечаем за качество, что будет очищено от вредителей и болезни. Это наше. А вот прохождение границы, за это мы не отвечаем. Да, но есть же продукция, которая запрещена. Пока что запрещено экспортировать на территорию России. Это продукты животного происхождения, например, мед. Да, вот эта проблема действительно есть. Опять же, мед не относится к государственной инспекции по карантину растений. Это прерогатива ветеринарной службы. И поэтому этот вопрос поднимался еще и прошлые года. Я с этим сталкивался. Много в Рослехознадзоре есть личные отношения и так далее, и так далее. Но это к нам не относится. Я не говорю о том, что если к нам это относилось, мы щелчком мы этот вопрос решили бы. Но есть там... То есть прерогатива другого ведомства. А на сегодняшний день вот какие главные вредители, вот контроль над которыми, что ли, вот над распространением вы ведете? Вот сейчас какую опасность? Была огневка, был пальмовый долгоносик, и каждый год какие-то новые вредители появляются. Может быть, вы сейчас за ситуацией следите, за какими-то насекомыми вредителями? Мы, конечно, следим. Это наша обязанность. Но дело в том, что пока вот сейчас только вот весна начинается, вы знаете, пока зимой, конечно, они все спали, в смысле в спячке были. А сейчас вот с весны, вот сейчас холода, видите, когда температура немножко поднимется вот стабильно выше 17-18 градусов, в этом случае, конечно, идет пробуждение, появляются и вредители, и болезни, все, что у нас, допустим, где-то не спали, но сейчас... И мы, естественно, то, что я говорил до этого, мы проводим обследование, если что-то выявится, естественно, мы даем рекомендации в том районе республики, в любом районе, если это не появится, без нас, без нашего ведома ничего. Мы, на самом деле, работаем над этим вопросом, и если что-то появится, мы обязательно обнаружим. Но что касается, хочу еще вам сказать, да, и вот говорят, что вот как-то говорили о том, что золотистая бронзовка, да, вот об этом мохнатка, аленка, там так называется в народе, которые повреждают розы, да, вот, но это не новый вредитель, это еще раньше было, но по каким-то причинам, вы знаете, иногда появляются естественные враги, и их не было несколько лет. Не так активно или не так размножаются? Как-то вот в прошлом году появилось, и как-то начали переживать, конечно, кто занимается цветоводством там и так далее, и так далее. Такой опасности нет. Опять же, еще хочу сказать, что насчет вредителей, вот тоже, по-моему, я слышал по спутнику Абхазии, по-моему, вот насчет эвкалипта, да, что-то там было. Но насчет эвкалипта, да, вот там вот Афилемус, но дело в том, что это еще было обнаружено, это тоже не новый вредитель, это было обнаружено еще... То есть речь не о завозе этих вредителей, а о том, что что-то в пищевой цепочке, может быть, изменилось? Почему они такое распространение получили? Что-то изменилось, но дело в том, что в больших, вот старых деревьях, будем говорить, больших вот этих деревьях при обследовании не обнаружили. Но, к сожалению, нашли афилемус, допустим, в молодых саженцах, которые вот возле библиотеки, потом на Воронах где-то еще что-то
там небольшое количество, около 20, по-моему, саженцев, да, вот еще в прошлом году, по-моему, да, вот там, к сожалению, но в то же время хочу сказать, что когда вот этот вот саженцы провозили, конечно, проходили, мы, наши инспектора проверяли, там не было обнаружено ничего. Вот и поэтому я говорю, что нам необходимо просто, когда завозится посадочный материал, саженцы, мы обязаны, должны проводить фумигацию. Если фумигацию... Я сейчас не хочу сказать, что именно оттуда это... Ну, может, естественным путем откуда-то... Вы знаете, там же все же какие-то молодые саженцы могут попасть со всех сторон. Возможно, вы понимаете, это и граница не является через границу. Но у нас есть протяженность очень большая со стороны, допустим, России. Ну, а животные, миграция животных, может быть, вот животные быть распространителями? Животные, нет, но они сами тоже летают же, понимаете, как-то так, они могут и так попасть. Ну, или с почвой как-то может же тоже попасть все таким может быть. образом. Опять же, вот для того, чтобы через границу мы были спокойны, нужно, я еще говорил, лет 10 назад, это и сегодня тоже актуально, омывочные станции. Это что значит? Это мы поставим, вот поток туристов, когда вот особенно летом, конечно же, транспорт может тоже являться переносчиком, потому что гусеницы там куда-то попадают, разные вредители и так далее. Проводить омывку, вот как машины будут проезжать, и имеются препараты, которые полностью омывают машину. Ну и чтобы не останавливать, они вот в процессе на малой скорости будут проезжать. Это практикуется в других государствах. Но даже на российской границе такое не происходит. При въезде в Россию. А мы хотим защитить. У нас маленькая республика, понимаете, мы более уязвимы. А расходы увеличатся? Ну, насколько это дорого, допустим, вот то, о чем вы говорите? Ну, мы занимались еще в те года, но сейчас я, может, цену увеличить. Сейчас я не хочу назвать цену, чтобы не напугать людей, которые слушатели. Вы понимаете, надо, можно найти. То есть эта идея всерьез рассматривается? Эта идея всерьез рассматривается, но нам надо довести соответствующих структурах, чтобы нас правильно поняли. Я думаю, что поймут нас, и мы надеемся на то, что все-таки это может не сегодня, не завтра, но вот это вот очень необходимо, потому что мы будем защищены, в принципе, и тем более поток туристов с каждым годом увеличивается. Вы понимаете, это очень, и, на мой взгляд, это очень необходимо. Так как мы туристическая страна. Естественно, тем более сами видите, что количество туристов увеличивается с каждым годом. А если коротко вот ответить, сами, допустим, владельцы каких-то небольших хозяйств, вот вы, специалисты, не успели заметить там в городе, вы же не можете всю страну обследовать, а вот если сам владелец что-то увидел у себя на хозяйстве, вот когда нужно бить тревогу? Я вам скажу, мы на самом деле охватываем всю, но есть те очень серьезные владельцы, да, вот они могут, они сами тоже, мы во взаимодействии работаем, они могут нам, и наши специалисты придут, но когда убедятся, что это же надо знать, какой вредитель, какая болезнь, потому что просто так ты рекомендации не дашь. Ты должен убедиться в том, что этот вредитель, потому что препараты на одного вредителя действуют так, а на другого может не подействовать. А признаки, самое главное, чтобы вот наши слушатели тоже имели в виду. Признаки, смотря какой вредитель, допустим, если появится, допустим, да, в томатах томатная моль, оно видно, сразу это карантинный вредитель, тогда идет, конечно же, уничтожает все. То есть не заметить это невозможно. И нужно обращаться к вам. Я думаю, наши слушатели это услышат. Конечно, пусть обращаются. Спасибо большое, Аркадий Чичикович, что нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. А я напомню нашим слушателям, с начальником Государственной инспекции по карантину растений Аркадием Джиндже говорили о работе ведомства на границе, мерах, которые позволят предотвратить проникновение в страну всевозможных вредителей сельхозкультур.